демократию все равно веришь? Надо верить. Сначала нужно построить, потом верить. Хорошо ответил, хорошо ответил. Добрый день, дорогие зрители. Со мной два парня, Сослан и Алан. Они были независимыми кандидатами в борьбе за место главы профсоюза в нашем Северо-Остинском государственном университете. Почему я посчитал важным их позвать в свою мини-студию, поговорить с ними? Потому что ребята на низовом уровне попробовали поиграть в демократию. Я бы хотел от них услышать, я-то знаю, но хочу для вас рассказать, как эта попытка поиграть в низовую демократию закончилась для ребят. Сослан, Алан, скажите, вот как только вы объявили себя независимыми кандидатами, что дальше происходило? Наверное, начну я, так как Алан подключился чуть-чуть позже из-за своего незнания, наверное, неинформированности. Да, и видео мы снимали, и многие уже в курсе о том, как проходило все, но если еще раз об этом говорить, допустим, как это было у меня, заявив о том, что я тоже собираюсь баллотироваться, вот, честно говоря, ожидал того, что какой-никакой поддержки в своих начинаниях, но, к сожалению, все было с точностью наоборот. Вот. Ну, к этому мы тоже были готовы. Моя на тот момент команда, она была к этому готова, мы понимали, что, может быть, даже просто так нам и не дадут поучаствовать. Действительно, я превзошел все наши ожидания. Да, давление, конечно же, было, но мы, хоть и не в полной мере, но были к этому готовы. Так что нам пришлось, наверное, сквозь тернии к звездам, как говорится, но до звезд мы, наверное, не добрались, но все же попытка была. Но ты рассказывал, насколько я помню, у тебя были даже агитационные материалы, листовки разные, ты видео снимал агитационные, и Алан снимал видео агитационные. Листовки, я знаю, как их запретили вообще использовать, они удалялись отовсюду. Причем это даже были не агитационные листовки, это были просто информационные листовки о том, что будут выборы. Правильно? Плакаты, да, но насчет их удаления, это, ну, конечно же, может быть, это я по слухам знаю, то, что их просто попросили не вешать. Не знаю, насколько это правда, нет, но все равно мы свою работу делали, мы их развешивали. На тот момент мы и разработали брошюры с краткой информацией о том, кто мы, для чего мы, кто такой кандидат и какие, в принципе, цели, задачи ждут нас впереди, и для чего вообще, в принципе, это все делается. Да, думал, для меня лично это было интересно в такой форме преподносить себя, свою команду. Я думаю, студенты тоже, большинство это оценили. Алан, а ты о своей кандидатуре заявил в своем телеграм-канале? Сначала была страница в Инстаграме. Сначала в Инстаграме. Но я просто на тебя в телеге подписан, поэтому... Ты тоже вел агитацию, ты снимал видео, опрашивал людей. Но ты, опять же, я скажу для зрителей, это была не агитация. Ребята не агитировали голосовать за себя, они просто пытались студентам объяснить вообще, зачем нужен правком. Я правильно же говорю? Зачем нужен правком, чем он занимается, чем он должен заниматься, и, собственно, информирование о грядущих выборах. Угу. Я сразу забегу вперед. Когда проходили выборы, одни выборы отменили, перенесли точнее. Поскольку ребята выявили нарушения, были опасения, что вот эти два прекрасных молодых человека просто сорвут выборы. Ну и второй момент, вас просто потом удалили из аудитории, когда уже проходил вопрос избрания. Да. Вот, вы ожидали, что вас вообще так жестко удалят из аудитории, скажут все? Или вы думали, что какая-то борьба будет хотя бы? Нет, конечно, мы уже были готовы конкретно какое-то решение для себя принять. Либо выигрывали, либо проиграли, и как бы нет и нет, если да, то да. Но как получилось, мы, по-моему, ни ребята с юрфака, ни я сам не ожидал того, что нас просто, можно сказать, не допустят даже до того момента, когда студенты, которые пришли на выборы, проголосовать за того или за другого кандидата, им просто даже нашу кандидатуру не дали выставить. Думаю, Алан нам, может, начнет с этого, потому что в первую очередь попросили удалиться их. Ваш факультет даже экономический, да? Не запускали. Юридический, прошу прощения. Вы бунтарь собой, получается, да? В некотором роде, да. А ты пытался понять, в связи с чем такая реакция, почему вот именно юридический факультет попросили удалиться? Как это объяснял сам правком, в связи с тем, что профсоюзная организация юрфака не избрала на конференцию делегатов от своего факультета, хотя
Ну, мы не видели просто смысла избирать делегатов на незаконные мероприятия. Первый раз мы поставили вопросы о нормативной основе деятельности правкома, о статусе Аланы Джерриевой как исполняющей обязанности, о нормативных основаниях назначения самих выборов. На эти вопросы мы ответы не получили. Потом нам никто на эти вопросы не ответил. Мы пришли на конференцию в СОГУ, чтобы... Мы не претендовали на право голоса, так как, опять-таки, мы не были делегатами. Мы просто хотели поговорить с людьми в спокойной обстановке, без скандала, без криков, без драк, получить ответы на интересующие нас вопросы и при необходимости дать ответы на вопросы чужие. Но в самом начале нас попросили на выход. Меня и других студентов юрфака, которые со мной пришли. Пробовал возмущаться, но мне сказали, ну, зачем вы сейчас нарушаете происходящие события, покиньте, пожалуйста, зал, мы же уже проголосовали, да, как бы я понял, что хочу я обратиться к студентам, не хочу, это мало кого интересует. Это уже был второй момент, когда я реально задумался о происходящем, хоть я уверен, что все знали, что я кандидат, но меня все-таки попросили удалиться. Выходя из зала, студенты не понимали, что происходит. Большинство там были и знакомые, и те, кто пришел голосовать. Спрашивают, куда, зачем. Я говорю, ну, такие выборы, такой устав. И в голове возникла мысль, если сам Таймураз Тезиев, председатель Республиканского профсоюза работников, ставит вопросы под таким углом, всячески пытаюсь, не знаю, не допустить кандидатов, или ни в коем случае не берусь, какие его мысли были, цели, но если и на таком уровне студенту не могут дать обратиться к таким же студентам, закрадывается мысль, а нужен ли такой правком вообще, в принципе, нам, не знаю, мне и Алану, который изначально должен защищать права студентов, но при этом же не дает им элементарно обратиться к студентам. А вы вообще вдвоем понимаете, почему вас попросили на выход? Ну, предположения, я думаю, у всех есть, но это всего лишь догадки, и мы точно сказать, наверное, даже не можем утверждать, так это было или нет. Ну, конечно, у нас есть свои мысли по этому поводу абсолютно. Ну, я свою мысль скажу. Если бы была уверенность в том, что вы просто проиграете эти выборы, за вас никто не проголосует, вас бы оставили. Но поскольку было опасение, что вы реально можете выиграть на этих выборах, вас удалили. Иначе какой смысл вас удалять, если никаких рисков нет? Ну, на этот вопрос, я думаю, ответ не мы должны давать, так что... Ну, ладно, с этим закончим. Мне интересно, почему вы решили идти в правком, что для вас эта организация, вы же видели ее как-то, как каким-то рычагом для своей, ну, не для своей, вообще для деятельности какой-то, там, не знаю, вы хотели что-то поменять, изменить в жизни студентов. Для чего вы шли туда? Наверное, я начну, если Алан не против. Придя в СУГУ, институт, каждый школьник, будучи уже студентом в первом курсе, он, конечно же, ожидает того, что вот она студенческая жизнь, вот он актив, вот они поездки, компания друзей и много-много интересных мероприятий. Да, это так есть, но зачастую это бывает для тех людей, как бы, кто больше себя проявляет, так называемый актив, не потому что их ограждают от всех остальных от этих мероприятий, а как-то более информированные бывают, могут становиться теми же организаторами мероприятий. Но, как правило, большинство студентов, они не задействованы или их не задействуют почему-то, эту огромную часть студентов, и они только если и знают о чем-то, то по рассказам тех активистов или от друзей. И цель, вообще для чего мы это начинали, хотелось, чтобы наши студенты, наша молодежь, так называемое наше будущее, оно становилось сильным, становилось уверенным в себе и уже меняло свою жизнь своими же руками, не ожидая от кого-то каких-то поступков, то, что вот кто-то придет, как мы зачастую думаем, вот кто-то станет во главе. Бороться да. за свои права. Конечно, за свои права и строить свою жизнь так, как хотят они, так, как нужно им, а не ждать от кого-то каких-то действий. Алан, ты публиковал тоже небольшую свою программу, что бы ты сделал, если ты стал бы главой правкома. Вот поделись ей коротко тоже. Ну, я, с твоего позволения, начну немного издалека.
Профсоюзная организация студентов СОГУ в самом университете и за его пределами известна в первую очередь благодаря организации культурно-массовых мероприятий, таких как «Студенческая весна», «Зеленое яблоко», ежегодное празднование Татьяниного дня, студенческий лидер, школа студактива «Высота», ну и далее по списку. Все эти мероприятия по праву считаются визитными карточками нашего университета. Отдельно стоит упомянуть освещение этих мероприятий на страницах СОГУ в соцсетях. С технической стороны там все безупречно. Но спасибо, конечно, правкому за все это, но следя за его деятельностью, не может не появиться навязчивое впечатление некоторой зацикленности правкома на культурно-массовой, то бишь развлекательной повестке и его абстрагированности от вопросов правозащиты и научно-образовательного процесса. Конечно, я не берусь утверждать, что правком полностью игнорировал на протяжении этих лет вопросы защиты прав студентов, их продвижения, их интересов и вопросы контроля качества образования, но приходится констатировать, что крен не в ту сторону имелся, и появилось желание этот крен исправить. Потому что студентам так или иначе в любом вузе нужна своя организация, которая бы защищала их права, продвигала их интересы, контролировала качество образования, организовывала какие-то научные проекты, инициативы. То есть я понимаю, что ваши программы, извини, что перебивал, строились не на критике текущей команды правкома, а за счет того, что вы хотели предложить альтернативные пути. Конечно, конечно. Но как зачастую бывает, предложение своего, это значит, ты автоматически критикуешь то, что уже есть. Хоть мы и заявляли о том, что нет, мы не против вас, мы просто, у нас есть свое видение, которое мы считаем нужным воспроизвести в реальности. В ваших программах общий момент, что вы хотели студентов научить защищать свои права. Конечно, да, в первую очередь. В первую очередь, потому что если человек не знает о своих правах, то в дальнейшем о чем можно дальше говорить, если он не знает, на что ему рассчитывать. А если человек знает о своих правах, его будут удалять из собраний, да? Возможно так. Хорошо. Несмотря на то, что ситуация так некрасиво сложилась, я все-таки вижу, что вы не расстроены, у вас какие-то планы и взгляды на будущее есть, как я понимаю. Если, я не знаю, может у вас эти планы в секрете, что-то можно рассказать, что вы планируете в дальнейшем делать и какие вы выводы из текущей ситуации вынесли? Может это для вас каким-то уроком позитивным стало? Уроком для нас это и вправду стало. В демократию все равно веришь? Надо верить. Сначала нужно построить, потом верить. Хорошо ответил. И вы решили строить демократию в СОГУ, да? Мы попытались, по крайней мере. Хорошо, один раз не получилось, дальше попытки будут. Не знаю, может вас это так разочаровало, что вы решили, все, я к этому не приближусь. Да не то, чтобы разочаровало. Неприятно, конечно, но это же не конец света. Будем работать дальше. Конечно, изначально, опять-таки, мы понимали, что с кем-то нам придется поссориться, с кем-то мы, может быть, навсегда прекратим наше общение, но это тот опыт, который я сейчас понимаю, что он был нужен нам на тот момент, который сейчас нам очень многое дал. Хоть многие утверждают то, что мы изначально были неправы, то, что мы ошибаемся, но с каждым днем я убеждаюсь в том, что мы сделали все правильно, и ни в коем случае останавливаться, я думаю, никто из нас не собирается, потому что мы только начали. Если защищать права студентов не как член профсоюза, а даже как студент, единичный человек, все равно это нужно делать, нужно отстаивать свои права. Ни в коем случае сдаваться никто не будет. У нас в Осетии очень большая проблема – это отсутствие правозащитных организаций в принципе.
Согласен. Причем мы понимаем, что правозащита – это абсолютно легальный способ защищать свои права, без там, излишней истерии, требования там, сразу провести какие-то митинги или прочее. Просто в легальном поле государство нам дало это легальное поле, и мы имеем право там защищать свои права, отстаивать их. Более того, если мы посмотрим последнее выступление того же гаранта нашего Конституции Владимира Владимировича, он сам говорит о том, что надо людям давать возможность защищать свои права, чтобы они не выходили на протестные мероприятия и прочее. Вот. И поэтому, безусловно, ваша инициатива, она несет благо для Осетии. И ты сказал, что вам сказали, что вы не правы. Я не могу понять, в чем можно быть неправым, когда ты пытаешься быть кандидатом, ты пытаешься пробовать себя на честных выборах, ты пытаешься предлагать дебаты и все остальное. Но, увы, этого не состоялось. Я думаю, что о планах на будущее пока не совсем хочется рассказывать, есть какие-то стратегические... Всему свое время. Всему свое время. Но в любом случае мы будем следить за вашей активностью, смотреть. И я каждый выпуск свой заканчиваю требованием за прямые и свободные выборы в Осетии. И надеюсь, если хотя бы наше поколение не добьется этих прямых и свободных выборов, то хотя бы вы сможете это сделать. Вот. Так что видимся не последний раз в этой студии, да? Еще раз представлю этих парней. Это Сослан Галачиев и Алан Дигуров. Запомните их. Я даже, наверное, на страничке в Инстаграме и в Телеграме дам ссылки, чтобы вы могли следить за молодыми демократами, которые вот с самых низов пытаются повоевать с системой. На этом попрощаемся, наверное. Всего хорошего, ребята.